Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что хорошее и доброе ждет вас в ближайшее время. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свое ближайшее время и давайте вместе посмотрим, что хорошее и доброе вас ждет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, воистину хорошее, воистину доброе. Пусть будет так и никак иначе. Мои хорошие. Даже с левой стороны вышли замечательные знаки. Знаки замечательные для вас. Вот здесь мне четко показали, что вы сейчас нестабильны. Под вами как будто бы земля ходуном ходит. Да? Нет стабильности, нет четкости, что-то не происходит, не решается, вы в каком-то подвешенном состоянии. Вот висите на веревочке, туда-сюда болтаетесь и не знаете, что будет дальше. И это страшно, и это неприятно. Смотрите, человек, который решает эту ситуацию, либо влияет коренным образом на эту ситуацию. Человек уже у вас находится за спиной. Понятно, что вы все разные, ситуации разные, у каждого по-своему отыграется, но знайте, что вот так вот болтаться и стоять на дрожащих ногах осталось совсем немножко. Тот срок, который вы загадали, этой ситуации не только решится, не только разрешится, не только там исчезнет, уйдет, испарится, но и обернется для вас каким-то очень большим благом. Подарок, благо, получение, приобретение, обретение, ну, каждого по-своему отыграется. То, что сейчас вас пугает, то, что сейчас является вашей травмой, скоро будет для вас большой-большой радостью. Человек уже стоит за вашей спиной, и этот человек все решит, все по полочкам расставит, все сделает. А вы просто дождитесь этого человека, все будет замечательно. Следующий момент связан с любовью, любовь, взаимоотношения, страсть, эмоции. Здесь два человечка объединяются в одно сердце. Сердце. Ну, любовь, нежность. Если сейчас вы одиноки, вы встретите свою любовь. Вы не только встретите, но вы и полюбите, и будете любимы в ответ. Если вы уже нашли свою любовь, но в силу каких-то обстоятельств отношения не клеятся, либо затормозились, да, на паузу поставлены, какие-то еще обстоятельства, там, поссорились, да, то здесь будет и примирение, и согласие, и страсть вернется, и любовь ваша начнет укрепляться. Все это будет. Здесь два счастливых человека с собой образовали одно сердце на двоих. Просто шикарный знак, замечательный знак. Если у вас был вопрос конкретно по какому-то человеку, либо сомнение, а любит ли этот человек меня, а полюбит ли, а будет что-то между нами, то ответ однозначный. Да. Любит, будет, все будет просто замечательно. Так, еще вы загадываете на какую-то дорогу, но дорога какая-то сложная, непростая дорога. Вы об этом думаете, вы понимаете, что надо, либо придется, но либо очень не хочется, либо страшно. Но опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Смотрите, страшных дорог у вас нет, тяжелых дорог у вас нет. Каких-то проблематичных дорог у вас нет. Наоборот, да, вот человек боится, так дрожащей ногой ступает, делает шаг и думает, ну все, сейчас я попаду, а на самом деле все будет по-другому. Все будет легко, все будет просто, все будет быстро. Вам будут рады, вам будут помогать. И то, чего вы боитесь, вы точно не встретите в этом пути, не встретите в этой дороге. Мне вообще идет, что эта дорога какая-то прям уж слишком быстрая, да, не успеете опомниться, как уже все произойдет. Так, следующий момент связан со здоровьем либо вашим, либо ваших близких. Может быть, вы какие-то анализы сдавали, может быть, вы сейчас от чего-то страдаете, да, вот именно по здоровью страдаете, либо кто-то из ваших близких.
Смотрите, здесь бумажка светлая вышла, светлая, то есть это хороший знак. Либо какой-то диагноз не подтвердится, либо, может быть, диагноз будет поставлен и будет назначено очень действенное, эффективное лечение. То есть, да, вы избавитесь от своей проблемы, либо вы избавитесь от страха, если вы подозреваете какой-то диагноз. Ждите хороших и добрых анализов, да, вестей, ждите из больнички, либо от вашего лечащего врача. Да, с улыбочкой вам так и скажут: да все хорошо, все замечательно, будем лечиться, да? Все будет у нас хорошо, здоровье мы свое поправим. Так, еще. Здесь кому-то предстоят какие-то, я не знаю, экзамены, тесты, что-то нужно как подтверждать, сдавать. Какой-то курс, может быть, да, вы проходите. В голове все путается. Почему-то в голове все путается. Вы боитесь, что вы не сможете закончить обучение. Вы боитесь, что вы ничему не научитесь. Вы боитесь, что вы провалите этот тест, провалите экзамен. Какие-то страхи, какие-то сомнения, переживания. Аж в голове гудит и в животе что-то прям, ой, крутит, вертит. Какое-то такое состояние, я не знаю, как школьник на первом экзамене. Мои хорошие, кому предстоят экзамены? Во-первых, вы все знаете. Во-вторых, вам попадется очень классный экзаменатор, который, ну, не знаю, на позитивчике, на юморе, с пониманием, да, будет вам помогать и подсказывать. У кого-то отыграется, что вам не нужны ни подсказки, ни помощь, вы все сдадите. Вы все это знаете, вы все это сдадите. У кого-то даже отыграется, что у вас будет самый лучший результат из всех тех, кто будет вместе с вами сдавать этот экзамен, либо проходить этот тест. Если вы будете вот так вот бояться, если вы будете себя вот так выпаливать этим страхом изнутри, ребятки, даже если будете знать, ничего ответить не сможете. Поэтому прекращайте, относитесь ко всему попроще, попроще относитесь. Верьте в себя. Не надо так себя стращать. Вы понимаете, что на такой почве могут открыться какие-то нехорошие болячки, либо нехорошие состояния. Зачем вы это делаете? Зачем вы так себя гробите? Все вы знаете, все вы умеете. Вы готовы лучше, чем другие. Вот поверьте, даже в сегодняшнем дне вы готовы лучше, чем другие. Не дайте себе перегореть. Вот это будет самое страшное. Я вижу, что здесь человек получит хорошую оценку, да, вот самую лучшую оценку вообще-то мне идет среди тех, кто будет сдавать. Либо будет самая лучшая похвала. Вот вас могут прям нахваливать перед всеми и говорить: Боже, ну такие глубокие знания, такой вот креативный подход, да ты умничка, да ты молодец, там расцелуют в обе щеки. Вот такое идет у меня ощущение, такая информация идет. Так, следующий момент. Здесь какое-то предложение по поводу работы на работе, либо по поводу работы. Вам могут предложить хорошее рабочее место. Но, скорее всего, это будет сообщение, это будет письмо, электронное письмо, да, вот таким образом вам будут работу предлагать, письмом. Либо вы, не знаю, сейчас в газетах печатают рекламу, может быть, в газете, где-то вы увидите, это будет написано, и это будет очень хорошее предложение, прямо вы так скажете: о, это же для меня, я же этого хотела, я этого искала. Очень хорошее. Сразу вот вы увидели, сразу обращайтесь. Неважно там сколько времени, пишите ответ, пишите обращение, отправляйте свое резюме и знаете, что вас туда возьмут. Если вы уже работаете, то здесь, скорее всего, опять же, через птицу, ну, разговор будет, да, возможно, вам будут предлагать, но предлагать каким-то хитрым образом, то есть намеками. А вот что ты думаешь? А вот можешь ли ты это? А разбираешься ли ты в том-то? Да, вот вас будут спрашивать не напрямую, а вот так с подвыпертом. Да? А вы, пожалуйста, на все вопросы отвечаете: да, я могу, я буду, я умею, я знаю. И вот старайтесь прям себя нахвалить. И тогда это предложение будет вам сделано. Предложение, скорее всего, это повышение, либо перевод на какую-то более такую, знаете, ответственную, высокую должность. Ну, соответственно, с высоким окладом. То есть скромничать не надо, преуменьшать свои возможности, способности тоже не надо. Так, если вы переживаете, либо думаете о ком-то из своих близких, кто без работы, либо не может найти работу, то этот человек вас очень сильно удивит. Кстати, это не первое гадание, где я вижу такую ситуацию. Здесь человек с маленьким дельфином, да еще и с скоробеем. А я вам скажу, это очень крутые знаки.
По дельфину исполнение мечты, то есть человек что-то хотел, кем-то хотел быть, кем-то работать, либо какую-то зарплату хотел, да, он ее получит, либо она ее получит. И плюс скоробей — это богатство. Это богатство, это работа в долгую, это работа с возможностью не только зарабатывать, но и двигаться по карьерной лестнице. И дослужиться до очень высокого положения. Это для вашего близкого человека, родственника, партнера, да, за кого вы переживаете, кто не может найти работу. Здесь очень крутые знаки. Так, с левой стороны. С левой стороны здесь два человека опозорятся. Возможно, эти люди как-то вас трогали, задевали, может быть, что-то делали против вас. Я вижу позор этих людей, и я вижу, как они нагие, смущаются и прячутся в тень. То есть этих людей будет меньше в вашей жизни, либо совсем исчезнут из вашей жизни. То есть люди после такой ситуации, после такой позорной ситуации больше никогда не поднимут голову. И вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но я вижу, что это двое. И два человека с острыми языками, с острыми когтями, да, что-то они вам делали. Делали такое негативное, что просто было токсично для вас и для вашей жизнедеятельности. Ждет этих людей большой позор. Не могу сказать по какому поводу, от кого, как, этого я не скажу, но вижу, что они ноги прячутся в тень. То есть они уходят с вашего пространства, уходят с вашей дороги, и вы о них больше не услышите, не увидите. Вот так идет. Так, еще один момент. Здесь мужчина и женщина расстанутся. Но для вас это будет очень хорошая, приятная новость. Не могу сказать, кем приходится вам этот мужчина, либо эта женщина, но вы об этом узнаете. Причем узнаете где-то к середине загаданного срока. Честно скажу, вы будете улыбаться, вы будете рады этому. Это для вас прям звучит так, как музыка, прекрасная музыка. Они расстанутся, знаете, как необратимо. То есть, да, могут люди расстаться, потом помириться через время. Эти нет, эти уже больше не помирятся и, скорее всего, и общаться не будут. Не встречаться, не общаться не будут. Ну, что сказать, я вас поздравляю, вижу, что вы улыбаетесь. Так, еще один момент. Здесь доброе событие связано с вашими, скорее всего, соседями, люди, которые живут по соседству. Либо вам что-то ваши соседи будут давать, отдавать, либо здесь какая-то помощь идет, да, помощь. И я вижу, что они либо они конкретно что-то дают, либо они что-то для вас делают. То есть от ваших соседей вам идет помощь, поддержка. Старые соседи, новые соседи, я не могу сказать. Я вижу, что вы будете этому тоже очень рады и будете очень этим довольны. Кстати, если у вас соседи были очень шумные, мешали вам жить, спать, отдыхать и вообще находиться в своей квартире, либо в собственном доме, знаете, что здесь, явно что-то будет положительное происходить. Шум прекратится, гам прекратится, и, возможно, даже эти люди там съедут, переедут, либо как-то там разделятся, да, и никому будет шуметь. То есть тоже очень положительный момент. Так, еще вижу у вас какую-то находку. Находка, что-то вы такое найдете. Кто-то в прямом смысле слова будет идти и что-то найдет, а кто-то найдет, например, нужную, важную вещь, которую вы давно искали, хотели приобрести, хотели купить. Вот прям будете этому тоже очень радоваться. Так, я еще вижу, что судьба вас ведет с какой-то очень уникальной, умной женщиной. С этой женщиной вы то ли как-то сотрудничать будете, то ли на какую-то тему будете общаться. Эта женщина к вам проникнется добротой, проникнется даже какими-то вот эмоциями положительного характера в вашу сторону. Вы держитесь этой женщины. От этой женщины плохого точно никогда не будет. Только позитив и только добро вам будет от этой женщины. Женщина сама по себе человечек такой, знаете, с горячим характером. Но при этом, если она человека рассмотрела, увидела, что это человек хороший, то она и из этого человека в огонь и воду пойдет. Понимаете, и с неба звездочку достанет. Вот такой у нее характер. Она своих никогда не бросает. Вот чего бы это и ни стоило, да, вот если она считает, что вы ее человек, она вас никогда не оставит и не бросит. Так, еще из положительных моментов. Здесь вы кого-то будете посещать. Посещать, это как визит. На дому будете посещать, либо где-то с человеком встречаться.
Человек вам будет что-то рассказывать, либо в чем-то признаваться. Эта информация вам нужна, эта информация вам полезна. Благодаря этой информации вы сможете сделать правильные выводы. Признание, разговор, какая-то тайна, что-то, вот знаете, закрытое, скрытое для вас. Вот вы узнаете наконец-таки, да, что там происходило, что от вас прятали и скрывали. Нужная информация, как, знаете, элемент пазла для того, чтобы картиночка полностью сложилась. Так, и еще для кого-то идет ситуация, когда вы сможете занять свой трон, найти свое место, занять свой трон. Не вижу у вас над головой короны, но при этом я вижу, что вы сидите на троне. Это очень крутой знак. Короны нет, ну потому что вы человек такой, вы никогда ничем не кичитесь, вы не любите хвастаться, вы не надменный человек. Для вас все равны, поэтому короны нет, но зато вы сидите на троне. Да? Зайти на свой трон, занять свое место, быть на своем месте. Это с вами произойдет, это 100% с вами случится. Так, и еще какая-то покупка идет. Покупка, но эта покупка не ваша, а скорее для вас. Скорее всего, кто-то купит для вас какую-то нужную, важную, полезную, ценную, либо желаемую вами вещь. Может быть, по вашему заказу, может быть, даже в тайне от вас. Да, вот какой-то человек вас порадует. Покупка. Важная покупка, важная. Вот вы ее оцените, причем, знаете, как каждый раз, когда вы будете этим пользоваться, либо применять это, вы будете радоваться, как ребенок. Да, вот прямо состояние радости и счастья у вас идет. Ну и, конечно же, будете всегда мысленно благодарить того человека, кто вам эту покупку сделал, подарил. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.